Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. И наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов, а в нашей студии гости, люди творческие, и я рада их представить. Ефросиния Семеновна Наговицына, сотрудник литературного музея имени Платона Аюнского. Ефросиния Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день всем. Заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, певица, мастер метода, автор метода раскрытия природного голоса Екатерина Савинова. Саина, здравствуйте. Здравствуйте. Если позволите, я буду к вам обращаться, Саина. Да. Я уже так привыкла. И в нашей студии сегодня Валентина Иннокентьевна Комиссарова, врач, поэт, переводчик. И у вас есть еще псевдоним. Скажите, пожалуйста, я просто боюсь как-то не так произнести. Кюлемюре. Спасибо вам большое, что вы сегодня в нашей студии. У нас сегодня эфир обещает быть насыщенным. Мы хотим сегодня для наших слушателей и зрителей и показать, и чтобы познакомить их с песнями и стихотворениями, стихами о Великой Отечественной войне. Прикасаемся к священной теме. И неспроста, потому что завтра День памяти, 22 октября, День памяти всех бойцов, которые остались на поле боя в разные войны. И, конечно же, я хочу первое слово предоставить Ефросинии Семеновне Наговицыной, которая всегда очень много знает о истории нашей страны. И об этой дате расскажите, пожалуйста. Ну, еще раз здравствуйте. Вот мы сидим втроем, 3 гости, нас подружил Расул Гамзатов-Ди. В прошлом году республика отмечала, но не так широко, как хотелось бы, но он нас подружил. Мы столетие в нашем музее отметили, а потом Саина предложила отметить 22 октября, День белых журавлей, но про этот день пишут иногда праздник, но это не праздник, это День белых журавлей литературный. Ну, в этот день собираются читать стихи, петь песни. И история и праздника, и жизнь и творчество самого Расула – это очень примечательно. Но если бы мы даже творчество Расула Гамзатова не знали, один раз услышав его песню про белых журавлей, ну, никто не забывает эту песню Ди сразу. Вот. Это по его инициативе день стали такой отмечать, конечно, сперва на его родине, а потом уже сейчас уже, ну, давно, можно сказать, этот день вот как бы народ отмечает. Когда изучала тоже творчество Расула, тоже вот было, кто-то говорил, он у нас увидел вот эти памятник, где-то что-то, а на самом деле, как сам писал, это связано с Японией, с девочкой, которая вот должна была 1000 журавлей сделать, и это в его воспоминаниях есть. Вот. И потом еще есть такое, что Расула просили те, которые воевали в Афганистане, чтобы о них тоже он песню сочинил. И поэтому он вот внес такой день, чтобы этот день отмечали не только там Великая Отечественная война, а все войны. А войн было очень много же. Это мы сейчас только... То Корея, то Китай, то еще наши ездили много, и мы даже и не знаем, кто где остался, кто где погиб, где. Даже вот в Союзе писателей был поэт, который служил в Корее, и его через много-много лет признали ветераном войны. Вот такое тоже есть. Ну и сейчас про войну мы все знаем, что есть такая война. И песен очень много, стихотворений много. Вот. И вот... Перебью вас. Завтра у вас поездка, как раз 22 октября, в этот день у вас поездка в Намцы, да, где вы будете проводить мероприятие, посвященное этой дате. И там представите песню на журавли на якутском языке.
И переводчик как раз сегодня в нашей студии Валентина Иннокентьевна Комиссарова. Да, я чуть дополню, что так получается, что этот день, да, и Расул Гамзатов не только объединяет людей, и его слова очень замечательные есть, что их объединяет его белые журавли, а в Намсах будет творческий конкурс среди школьников, и мы все туда поедем по приглашению с человеком, с которым тоже в прошлом году во время вот этих юбилея Расула Гамзатова познакомились. Это Антонина Николаевна Ускеева. Вот она там вот как бы эстафету передала. И еще примечательно то, что белых журавлей, ну, насколько мы нашли материалы, начали переводить на якутский язык именно в Намском Улусе. Ну вот как-то вот такое получается, и мы очень волнуемся. Завтра поедем, услышим. И дети переводили, и поэты переводили именно вот в Намском Улусе. А вот 2020 года я Валентину Иннокентьевну через эту песню уже нашла. Ага, расскажите. Узнала, что она на якутский перевела. И она же еще прихватила исполнительницу песни своей, Саину. Это был вообще, как можно сказать, праздник. И самое удивительное то, что на юбилей и на день белых журавлей пришли юристы, вот как Антонина Николаевна. Они читающие, знающие и очень большие поклонники Расула Гамзатова. Вот у нас мы тоже решили очень хорошо, что день нашелся. Спасибо за приглашение. Люди нас услышат. И 22 октября именно этот день по всей Якутии и за пределы. Я очень надеюсь, что этот день будут ежегодно отмечать. Это нам очень нужно. Патриотические песни, как пишут, они испокон веков окрыляют, они помогают побеждать везде и всюду. И даже Великую Отечественную войну говорили, что наших песен враги боялись больше, чем бомб, гранат и прочее. Потому что они укрепляли боевой дух. Спасибо вам большое, Фатина Семеновна, за помощь в организации сегодняшнего эфира. Я рада видеть вас и ваших единомышленников, соратников, коллег. Валентина Иннокентьевна, давайте перейдем к вам. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе над этой песней, о переводе этих стихов и, возможно, какие-то ваши надежды, чаяния относительно вашего завтрашнего мероприятия. Добрый день, дорогие слушатели. Поближе микрофон, пожалуйста, подвиньте. Ну, еще совсем недавно, даже для нашего поколения, тема войны была очень как бы далекой историей. Но сейчас она стала вот суровой как бы очень реальностью, к сожалению. У нас сейчас там идет спецвоенная операция, на которой каждый день гибнут наши люди. Поэтому это очень горько, конечно. И в прошлом году я, прогуливаясь по лесу, вот ко мне пришли такие стихи «Плач сентября». Я под мирным солнцем упиваюсь золотым настоем сентября, а в боях мальчишки умирают, светит им последняя заря. Как слезинки на листах росинки, трудно миру под прицелом жить. Падают и падают листочки, обрывая чьей-то жизни нить. А могли бы все на свете мамы ту беду руками развести, то, что ранними смертями дьяволу вселенной платит мзду. От того-то больно даже бабьим летом не унять тревоги мне подчас. Болью раздается дальним эхом мама, их последний, их напрасный глаз. К сожалению, эта тема вошла вот в каждую почти что нашу семью, и каждый это очень
с болью воспринимает гибель наших ребят. Грузы 200-е, так называемые. А вообще вот, тема войны меня интересовала всегда. И у меня несколько стихов и на русском языке, и на якутском языке про войну, про защитников наших, про Великую Отечественную войну. И как раз вот перед 75-летием Великой Победы меня потянуло переводить любимые стихи и любимые песни с якутского на русский и с русского на якутский языки. Ну, так появился целый цикл песен. На якутском языке, с якутского языка я перевела известную песню «Ты нахтарум навацеллара», «Этих лет нам не забыть никогда». Песню «Карсюгю» Гаврила Ефимова из Чурапчинского улуса, стихи. Музыка народная, как вот солдат вернулся с войны, и мать его не узнала. Песня тоже поется под мелодию. И еще вот на день медали ветеран. Ну, это попросили меня перевести, но я с удовольствием его перевела. Песня Николая Федорова, спела ее Фатина. Дальше Ну и, конечно... с русского на русский язык. Ну, там около 10 песен мною переведено. Из них такие известные, как «Темная ночь». Ее вот недавно отрывок из этой песни, куплет спел Леонид Анциферов в проекте Яны Угаровой. С русского на якутский перевела. Потом «День Победы». Саина с Эдуардом Балановым очень хорошо спели тогда вот к юбилею. Дальше там «В землянке». И еще гениальную песню абсолютно вот на стихи Константина Симонова «Жди меня». Ну и так вот где-то около 10 песен. Ну и, конечно, вот «Журавли». «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, на музыку Яна Френкеля. И ее исполняли многие самодеятельные артисты. И, конечно, вот есть великолепное исполнение нашей Саины, за что я ей очень благодарна. И вот она перед нами сидит. Да, и сегодня у наших слушателей и зрителей есть возможность у нас услышать эту песню в исполнении Саины. Я передаю вам слово, может быть, вы несколько слов хотите сказать, и мы с удовольствием послушаем. Ну, я благодарна за приглашение. Дело в том, что я вообще любитель стихов издавна, даже писала в одно время. Но когда пришла пора, когда мы сидели в пандемию, мой голос, так скажем, почти чуть ли не замолк, но спасли именно эти песни. Песни, которые мы вот, благодаря Валентине Калимюря получили совершенно другой дух. И когда я поняла, что надо петь на якутском языке известные песни, то они обрели совершенно другое настроение, даже энергию, наверное, еще больше, да. И поняла, что надо вот таким образом дать прозвучать возможность сильным песням на нашем родном языке. Вот сейчас я «Журавли» петь сама не буду, потому что она такая, драматическая песня, поэтому мы послушаем, думаю, да, в эфире, а потом я вторую песню спою здесь в студии. У нас есть еще песня «10-й батальон», да. Вы про нее говорите. Но тогда сейчас мы попросим нашего режиссера поставить фонограмму, да, этой песни, чтобы она прозвучала. Ну и, конечно же, будем все слушать. Надевайте, пожалуйста, наушники. Спасибо.
Спасибо большое, Саина, за такое исполнение. Невозможно без слез слушать. Я, конечно, растрогалась. Я думаю о том, что сколько осталось много солдат неоплаканных на этих полях сражения. И, конечно, к этой теме невозможно прикасаться с каким-то закрытым сердцем. Дорогие слушатели, сейчас для вас прозвучала песня в исполнении Саины на якутском языке, песня «Журавли». Переводчик, исполнительница Саина и переводчик Валентина Комиссарова с русского на якутский сегодня в нашей студии. И мы говорим о том, что завтра, 22 октября, День памяти, День белых журавлей, день, когда вспоминают всех солдат, не вернувшихся, оставшихся на полях сражения в разные годы, в разные войны. И у нас остается 1 минута до конца нашего первого... Могу добавить, да? Мы в 35 заканчиваем, да, в 39 начинаем. Да, Саина, может быть, немножко скажете. Вспомнила, что вот когда мы записывали песню, у меня такое открытие, осознание, наверное, да, что это не я пою, а моя душа. Вот когда я преподаю сейчас вокал всем желающим, думающим, что они не умеют петь, я всегда говорю, если у тебя есть душа, значит, есть голос. И я впервые за все эти годы, сколько я пою на сцене, я, кажется, спела душой. И это было очень трогательно, и я очень благодарна Валентине, и что мы вот такой создали, наверное, произведение, которое очень сильно, наверное, необходимо в такие моменты. Да, совсем по-другому зазвучала эта песня. Спасибо вам еще раз, дорогие слушатели и зрители. Скоро вернемся. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Сегодня мы прикасаемся к священной теме, к теме памяти. Завтра, 22 октября, День белых журавлей, день, когда мы будем вспоминать тех бойцов, которые остались на полях сражения в разные годы, в разные войны. И сегодня в нашей студии люди, которые прикасаются к этой теме в своем творчестве. Это певица Саина, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, сотрудник литературного музея имени Платона Аюнского и Ефросинья Семеновна Наговицына и поэт, врач, переводчик Валентина Иннокентьевна Комиссарова. Вообще наша якутская земля богата талантливыми людьми, и совсем недавно я познакомилась еще с одним талантливым человеком, поэт, наш земляк, коренной якутянин Владимир Максимов. Я услышала его стихотворение о войне. И оно так перекликается с той темой, о которой мы говорим сегодня, что я не могла не попросить вот и вашего согласия, и познакомить с таким поэтом наших слушателей и зрителей. И сейчас я попрошу наших режиссеров показать вот этот вот видеостих и все вместе послушать. Авторское стихотворение о войне. Пыль поднимая пешим строем шла колонна. Разбитая дорога танками в куски. Горит трава. Облизывают пламя битые вагоны и шпалы с рельсами, как рваные шнурки. Гремит, постукивая в портупее фляга, в которой днем была остывшая вода. Пересыхает глотка на выжженных полях. Коряга, а ведь недавно здесь цвела земля. Тут пели птицы с утренним рассветом. Пух тополей кружа ложился на поля. Закат лиловый, жарким южным летом. Не знал, не слышал, что пришло. Война. Блестят лопаты, сточенные об черноземье. Стук топора, плаксивый стон наточенной пилы. Летели щепки, солдат колол поленья, подкидывая в пламя под черные котлы. Звучит гармонь знакомых песен о невесте, так как на фронт отправила бойца. Платок на память, на груди дубовый крест с молитвой от небесного Отца. «О, Дух Святой, перекрести, Отец, нас перед боем!» Доносится с окоп, и даже те, кто не крещеным был. Сегодня фрицы, вражья сволочь под Москвой, решат границу перейти, чтоб постучаться к нам домой.
Молчат бойцы, все в ожидании атаки. Радист передает свой позывной, ключом отстукивая морзе знаки, пока священит провод полевой. На рубеже готовят к бою пушки, в кустах мелькнул оптический прицел. Утихло пение маленькой кукушки. Упал солдат и вечно вверх смотрит. Летели вести из военкомата. Один утоп, другой в бою сгорел. Рыдала мать погибшего солдата, а под косынкой волос все сидел. Эх ты, война пропитана слезами, а сколько зла в дома ты принесла. Подруга смерти, из глаз наружу лезет пламя, ты на пути сжигаешь все дотла. Не пожалеешь ты детей и старых, гребешь ты лапой жизни молодых. Да ты с фашизмом рождена, на пару, не оставляя за собой людей в живых. Кто уцелел, приказ, и вешали медали. Кому награда, Бог в раю. Спасибо вам за то, что защищали родную землю, мою. В исполнении Владимира Максимова прозвучало стихотворение о войне в исполнении автора. Конечно, тем нам, кто продолжает жизнь, остается очень важным помнить о тех, кто отдал свою жизнь за мир на нашей земле. Владимир Максимов с этим стихотворением участвует во всероссийском конкурсе имени Сергея Есенина «Край березовый». И итоги конкурса будут подводиться к концу года, и названы будут победители. И я надеюсь, что среди имен будет имя нашего земляка Владимира Максимова. По крайней мере, я ему этого желаю. И наша земляческая поддержка, я думаю, обязательно ему в этом поможет. Ну а мы продолжаем тему памяти. И сегодня еще прозвучит песня в исполнении Саины, песня «10-й батальон», которую тоже Валентина Комиссарова перевела на якутский язык, и мы сегодня услышим ее именно на якутском языке. Может быть, я сразу к Саине тогда Я, Светлана, несколько слов скажу. Да, это слова благодарности, опять-таки, Валентине Иннокентьевне. Она вот перечислила все песни, которые она перевела. Да. В военное время такие же песни переводили наши, и она продолжательница наших таких аксакалов, поэтов. Да. И очень благодарна за то, что она нашла и перевела стихотворение «Возвращение Юрия Кузнецова». Он у нас в Якутии был. Это про отца, который погиб без вести на Сапун-горе. Да, вот. Да. Ага. Это очень такой, самый такой в России поэт. И вот ознакомила, и опять-таки на родном языке. И его очень любили наши поэты. К сожалению, он в 11-м ушел из жизни. Вот пропавшие без вести, это же ведь тоже большая тема. Ко мне очень многие обращаются, помогите найти. Тогда пропал. Ну вот так. Угу. Спасибо, Ефросинья Семеновна. Вот, а теперь Саине. История такая, что я обычно пою разные песни, да, эстрадные, этнические, всего пою на 35 языках сегодня. Была в 22 странах, представляла Якутию, в основном нашу культуру народов Якутии. Вы уникальная, конечно, в этом. Да, и говорю я на 3 языках, поэтому путь как-то более открыт. Но когда мы сидели в пандемию, ко мне обратился продюсер Земфиры Владимир Бурлаков, он родом из Владивостока, и он позвонил мне с Москвы и сказал: мы ищем исполнителя из Якутии, который бы спел на родном языке вот несколько строчек из песни вот «10-й батальон», нам нужна одна победа. Я, значит, сразу согласилась, хотя вообще
вообще не знала, к кому обратиться за переводом, потому что было условие срочно спеть на якутском языке, сделать перевод. И я нашла Валентину очень быстро, потому что мы давно общаемся, и я знаю, что она очень творческий человек. Я читала стихи, и тогда еще говорила: Валентина, вам нужно книгу издать, что мне очень нравились стихи. И, к моему удивлению, буквально через 2 часа она отправляет мне текст, и у меня мурашки вообще по всему телу. И я сказала, мне надо эту песню спеть обязательно. То есть песня захотела... Вообще песня имеет свою душу, свою энергию. И эти песни дают настолько крепкий дух, это называется повышение вибрации, то есть это касается звуковых частот, когда мы вот чувствуем всей душой, всем телом, да. Это называется о том, что энергия очень сильная таких песен. И именно такие песни способны наших детей, молодежь развивать в правильном ракурсе, и надо такие песни давать слушать, чтобы они звучали. Вот в 2020 году, сидя в пандемию, к 9 мая мы решили отметить таким образом юбилей 95-летия Булата Акуджавы и записали более 10 певцов, сидя дома, на 17 языках. И мне было очень приятно, что 2 строчки в моем исполнении прозвучали в этом музыкальном клипе. Называется «Музыкальный батальон». И просмотров очень много. Там, по-моему, миллионов точно. Весь земной шар смотрел этот клип. Очень мощные такие сильные комментарии были. И тогда было уже понятно, что песня всех объединяет, сплачивает, что песня, музыка, ритм, музыка, слово — это наше природное состояние, и мы от этого не можем никак отречься. А вообще, когда я спела всю песню, конечно, сейчас я не знала тогда, 4 года назад, что случится сегодня. И действительно, нынешняя ситуация коснулась каждой семьи, и нашей тоже. И, конечно же, когда я пою эту песню сейчас, многие спрашивают, почему эту песню не поет вся наша республика. Я надеюсь, что это будет. И у меня хор тоже поет эту песню, свой народный хор. Ну и, в общем-то, я, опять же, благодарна, что когда вот такой тандем, и мы год назад, когда встретились, мне так было приятно петь на вот таких вечерах литературных, поэтических. Я поняла, что слову «быть», то есть слово и музыка, когда они вместе, еще сильнее играют роль, чтобы мы правильно выбирали путь и давали пример. И в этом году с моим внуком мы съездили по приглашению в Старую Руссу и посетили мемориал наших, посвященный бойцам. Дело в том, что мой внук, ему 10 лет, ему нравится, не то что нравится, ему интересна тема Великой Отечественной войны. И мы как раз в Петербурге были, в Старой Русси, и снимали там видео. Надеюсь, что к 80-летию Победы, вот где журавли, к этой песне мы, такой любительский, наверное, видеоклип покажем. Вот. А 10-й батальон, конечно же, эта тема, сейчас все в тему, и я надеюсь, что будет каждый народ петь, и верю, что сила музыки и ритма, и слова — это очень великая сила. Давайте сейчас тогда попрошу вас надеть наушники, попрошу нашего режиссера поставить музыку, и мы послушаем в исполнении Саины песню «10-й батальон» на якутском языке. Переводчик Валентина Комиссарова. Манна би сарын өйөнсүн турабыт. Сирие эргиер умаяр. Ие дойду бут айманар. Олихин кайга эре жулуха. Тин-тинга харбас народ кыргыхар. Бирки курдук бүттүн кыргыхар. Ох сухан утугар. Ох тох бутта болар. Бүтүн эмес төктүккөн көрсүн. Кәхтер билбет онус батальон. Кәхтер билбет онус батальон. Кыргыхы бүтүтэ саңа жахал келер. Бигини сурук сиппет курукту сүлерер. Кыл ракета үе таяр.
Bülümü tehe doğrayar Olihin kıyıga ere Culuha Tıyın tına harbas Narod kırgıhar Bir kihi kurduk Bütün kırgıhar Ah suhanu tugar Ah toh Kutabollar Bütün emesteh tükün Körsühe Kehteri bilbet Onus batalyon Kehteri bilbet Onus batalyon Sahabıt süritten Otuku doyduttan Didi bit östök büt siriger kıyını tele Xahan eme sanan ümük büt Haydak etey doğur dehik büt Olihin kıyıga ere Culuha Tın tına harbas Narod kırgıhar Bir kihi kurduk Bütün kırgıhar Oh suhanu tugar Oh toh putabollar Bütün emestök tüttün Körsühe Kehteri bilbet Onus batalyon Kehteri bilbet Onus batalyon Oh suhanu tugar Oh toh putabollar Bütün emestök tüttün Körsühe Kehteri bilbet Onus batalyon Kehteri bilbet Onus batalyon Спасибо большое, Саина, за чудесное исполнение. Действительно, песня звучит совсем по-другому, если ты слышишь ее на другом языке. Благодарю. Спасибо большое. Конечно, все мы помним слова Булата Акуджавы. И, конечно же, и они звучат тоже в Это нашей душе. еще фильм «Белорусский вокзал». Да, тоже перед глазами. невозможно забыть. У нас остается не так много времени до конца эфира. Может быть, коротенько вы что-то хотите сказать. И в конце еще эфира мы хотим послушать песню на стихи Валентины Комиссаровой «Молитву». Послушать и показать для наших зрителей. Ну, тема войны, она вечна, она общечеловечна. И журавли тоже не имеют национальности, поэтому это день поэзии и день памяти погибших. Это действительно такой международный, общечеловечный день. А мы как бы, нам весело тут не жилось, не должны забывать о тех, кто ценой чьих жизней, ценой подвига которых мы остаемся живы и продолжаем здесь жить, творить спокойно под мирным небом. Да, еще как врач, мне хочется сказать, что теряем мы людей не только на полях войн. Здесь у нас идет еще такая невидимая алкогольная война. Это весь криминал, это все эти ДТП, пьяные и так далее. Поэтому давайте будем беречь все, наше население, беречь безопасность страны. Ведь это тоже вот как бы человеческий потенциал, это безопасность страны. Я благодарю вас, что сегодня вы нашли время и пришли в нашу студию, и мы все вместе прикоснулись сердцем к этой священной теме. Закончить мне хочется строками из стихотворения Расула Гамзатова, в общем-то, с чего мы и начали. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Завтра день памяти, 22 октября. Прикоснитесь к этой теме и вспомните белых журавлей. Ну а сейчас я думаю, что самое время послушать песню на ваши стихи, молитва. Скажите, пожалуйста, кто композитор и кто исполнит? Музыка Алексея Калининского «Лумха», народного артиста Республики Саха. И в исполнении? В исполнении Зинаиды Колодезниковой, солистки оперы и балета. Спасибо. Театр оперы и балета. Матери, в тревоге сердца